Как он был сбит? Он замахивался, и удары были по ягодицам, и там до колена по бедрам. Это оперативное видео со следственным экспериментом. На нем потерпевшие местные жители Донбасса показывают, как над ними издевались украинские военные из милицейской роты спецназначения «Торнадо», будучи на службе в зоне АТО. Изнасилование и пытки – это далеко не все статьи, которые вменяют военнослужащим гособвинение. Торнадовцев задержали летом прошлого года. После этого глава МВД расформировал роту. На скамью подсудимых попали 12 человек. Из-за эпизодов по изнасилованию слушание дела проходят в закрытом режиме, в том числе и для журналистов. Но на минувшей неделе в Генпрокуратуре обнародовали фрагменты видеозаписи заседания, где военные закидывают фекалиями в зал суда. Когда мы вместе, мы можем много. Мы можем добиваться своих целей, несмотря насколько они были еще вчера для нас далеки. И мы хотим сказать вам всем большое спасибо, что вы набрались терпения и смелости и были сегодня с нами. Поддержать военных митингующие уже не первый раз собираются в день заседания у здания суда. Это наши военные, которые реально защищали свои дома. У них была серьезная мотивация, и они об этом говорят и сами просят: давайте открытый суд. Адвокат обвиняемых уверяет, что дело сфабриковано. Якобы военных задержали сразу после того, как они начали бороться с контрабандой. В защиту торнадовцев выступает и народный депутат, экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Мы требуем открытого суда по тем преступлениям, которые не связаны со статьей про половые преступления. Там 10 человек вообще не обвиняются ни в каких половых преступлениях. Это брехня, которую, причмокивая от сладострастия, нам несет военный прокурор, и то, что нам рассказывают отдельные политики, даже близко не присутствует в обвинительном заключении. Однако другой депутат утверждает, что в деле «Торнадо» есть даже изнасилование женщины с младенцем. Когда были арестованы командиры «Торнадо», у них были изъяты мобильные телефоны. В мобильных телефонах оказалось просто страшное видео, действительно страшное видео, которое сейчас есть в материалах дела. Это видео разных сексуальных оргий, изнасилований, при этом даже скажу, что там были даже младенцы. Я так понимаю, что маму с этим младенцем заставляли это делать под угрозой смерти ее ребенка. В прокуратуре слова Черновол не комментируют, но говорят, что проводили проверку пострадавших на детекторе лжи. Обвиняемые отказались проходить данную экспертизу с помощью полиграфа. Действия обвиняемых, которые им инкриминируются, нельзя оправдывать событиями на востоке Украины. Вместе с тем, месяц назад в Луганской области уже вынесли приговор бывшему торнадовцу. В прокуратуре доказали, что обвиняемый пытал, а затем, угрожая гранатой, изнасиловал жительницу Луганской области. Заседание по делу торнадовцев на этой неделе не состоялось из-за неявки одного из адвокатов обвиняемых. Рассмотрение дела перенесли на 16 августа. Тогда же планируют продолжить допрос потерпевших. Марина Ступак и Евгений Педин. В настоящее время. Киев.